Посуда у ингушей почти до конца XIX века была деревянная, гончарная и медная. В ее изготовлении народные мастера достигли большого совершенства. Посуду с древнейших времен делали из камня, дерева, глины, меди, бронзы и железа. У ингушей развивалось керамическое производство. Различные сосуды, бокалы, кувшины и блюда изготавливались из глины с применением лощения. В Горной Ингушетии до сих пор можно встретить деревянную посуду. Здесь у нас представлена маслобойка, чашка деревянная, половник, тазы. Богатство хозяина тоже могли определить по посуде. Гончарное ремесло в Ингушетии было довольно широко распространено. Глиняная посуда была практичной, удобной, легкой в изготовлении, экологически менее вредной, хорошо сохраняла молочную продукцию в теплое время года. В Ингушетии на каждое селение приходилось по несколько кузнецов. Они свое мастерство передавали по наследству. Местные мастера делали из меди, из железа наточажные цепи, котлы, кумганы, тазы разных размеров. Для посуды подбирали наиболее качественную глину, замешивали родниковой водой, добавляли песок, изготавливали на гончарном круге, который приводился в действие ногой. Сырую посуду предварительно просушивали под навесом и после этого ставили в уже раскаленную печь. Ингушская посуда делалась обычно очень вместительной, а форму диктовало содержимое. Так, в кувшине с узким горлышком хранили топленое масло. Кувшин с широким горлышком предназначался для хранения и заквашивания молока. Кувшин для воды имел очень узкое горло, большую ручку и широкое круглое дно, чтобы удобно было носить его на плече издалека, от реки или со дна ущелья. Кувшины, на ингушском называются кудалыш, они делались с довольно узким горлышком, куда едва проходил детский кулачок. Этот же кувшин делали с большой ручкой, с выпуклой середины, на большой подставке. Девушки незамужние, замужние женщины, они со дна ущелья поднимали воду на плечах, с родника носили домой. Женщины замужние, они носили на спине, а незамужние девушки, они носили на плече. Таким образом могли определить замужнюю женщину от незамужней девушки. Обработка дерева занимала довольно большое, можно сказать, приоритетное место в ингушских ремеслах. Солидная часть посуды, утвари, орудий труда, различные предметы вспомогательного характера были изготовлены полностью или частично из дерева. А также, кроме кухонной посуды, делали различную утварь и предметы домашнего обихода – бочки, спицы для колес и детали повозок.